Заслуженного деятеля искусств России Мурата Полонкоева знают как самобытного художника, скульптора. Теперь к нему приходит известность и оружейных дел мастера. В его искусственной кладовой освободилось место для уникального произведения настоящего ингушского лука. Все подробности у Хусена Гагиева. Каждый лук как произведение искусства. Процесс его создания долгий и на первый взгляд даже нудный. Но в умелых руках Мурата Полонкоева обычные рога животных или ребра лошадей словно по волшебству превращаются в настоящий боевой или спортивный лук. Мурат ювелирно вырезает полосы, варит их в масле, а с помощью специальных зажимов придает им нужную форму. И никаких современных технологий, разве что болгарка и фен для нагревания. Из ореха, вишни, а лучше всего кавказской акации, мастер вырезает примерную форму лука, которую надевает на специальную формочку. Затем готовые клинья клеятся на дерево и крепятся с помощью обычных саморезов. Готовую форму деревянную я их наклеиваю. Вот прямо вот как здесь находится. Вот видите вставки? Вот одевается вот такой шнур. Вот он. И вот обтягиваете вот таким путем, сильно зажимая. Обтягиваете после того, как клей нанесли, а потом забиваете сюда клинья. Это по-старому образцу так. А так часто делают шланги, воздух, и раньше этого не было. У сухожилий при сборке лука особая миссия – придать ему гибкость и пластичность. Далее на лук натягивается тетива, эластичный шнур из растительных и животных волокон. Состоит он из 14 слоев и выдерживает более 200 килограммов нагрузки. Для дополнительной силы, да и просто для красоты, на плечи лука крепится слоновая кость. В итоге, как чехол для телефона, лук обшивается рыбьей кожей. Это одна из особенностей именно ингушского лука. Тут мастер выступает в качестве дизайнера. Но кому, как не Мураду, знатоку истории, знать все нюансы лукостроения. У каждого строго свой верх и низ, верхняя часть длиннее на 4 сантиметра. Вот это будет верх. Почему? Потому что вы будете руку держать, ну, пусть 8 сантиметров кисть, пусть 9. Ну, если 4 сантиметра добавить, вот у вас стрела будет здесь, она будет по центру идти. Стрелы 6 видов тоже имеют свои тонкости. Те, что из яблони, тяжелее, их лучше использовать на ближнем расстоянии. Наконечники из стали. У аланских есть отверстия, которые издают свист в полете. Для точности стрелы используются перья птиц. Лучше всего грифа. Мурат вспоминает, что его отец всегда любил что-то мастерить и передал эту привычку сыну. Оттачивал свой талант Мурат в Алматинском художественном училище, а затем и в мастерской монументальной живописи под руководством Андрея Мельникова в Санкт-Петербурге. Чтобы на один урок в школу не пойти, я бы 3 дня работал бы, неделю работал бы. А в академии уже совсем другое. Там уже то, что тебе нравится. Это как ты на празднике. Его дом – кладовая истории, а мастерская – как производственный цех. К нему в гости часто приезжают сокурсники, коллеги, да и просто друзья, истинные ценители его таланта. Когда миниатюра, изначально уже само название миниатюры говорит, что это такое, переносится в монументальную роспись. Вот это примерно характерно для Мурата. А позже то, что он делает уникальные, самобытные, фактурные вещи, которые напоминают о древней этнической культуре. Трудно назвать ту область искусства, которую бы не освоил Мурат Полонкоев. Интерес к луку и стрелам появился еще 5 лет назад, когда в СКФО впервые прошел фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. Тогда он изготовил для спортсменов 35 луков и 150 стрел. В его же доспехи был облачен главный герой исторического документального фильма «Совы» в переводе «Я» режиссера Лейлы Гагиевой. Фильм посвящен одному из забытых героев Ингушетии, знаменитому военачальнику периода позднего Средневековья Телару Гагиеву. Фильм стал лауреатом Всероссийского кинофестиваля «Золотая башня». Мурат Полонкоев готовится к персональной выставке, где он сможет представить свои творения. Изготовление лука – это кропотливая работа, требующая большого терпения и даже вдохновения. К примеру, на этот лук у мастера ушло чуть более полугода. Теперь он полностью готов к охоте, спортивной. Хусен Гагиев, Магомед Дидигов, Новости 24.